начале 20 века русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев сделал прогноз для Российской империи на 100 лет вперед. По его расчетам, численность населения России к 2000 году должна была составить не менее 500 миллионов человек. Звучит фантастически, но тогда, с момента первой переписи населения 1897 года, всего за 19 лет, население России увеличилось на 55 миллионов человек. В дореволюционном законодательстве аборты допускались исключительно в целях спасения жизни женщины. Конечно, рождение ребенка было далеко не всегда в радость. Нежеланная беременность и в былые времена нередко драма. Однако оправданий убийству в утробе матери в царской России, впрочем, как и во всем остальном мире, не было. Вслед за демографией в Российской империи рос и экономический уровень. Россия занимала 4-е место в мире по уровню ВВП. По темпам роста экономики наша страна была и вовсе на 2-м месте среди всех европейских стран. Среди основных недостатков по-прежнему оставался низкий доход населения, который хоть и рос, но все же не так быстро, как того ожидали простые люди. Проводимые реформы, повышение эффективности труда и увеличение посевных площадей приводили к постепенному улучшению положения крестьян. Однако искреннее желание простых людей жить лучше умело использовали в своих интересах различного рода подстрекатели. С началом Первой мировой войны многие проекты по развитию государства были отложены. Война же обострила и народное недовольство. Государственные комитеты вовсю обвиняли в растрате и коррупции. Под лозунги о повышении зарплат рабочим, под обещание всевозможных свобод, грядущего благополучия и народного счастья были организованы забастовки и стачки. Народные бунты привели к тому, что в феврале 1917 года император Николай II отрекся от престола. Управление страной взяло на себя Временное правительство. Однако, показав свою слабость и недееспособность, организаторы февральской революции практически сразу подвели страну к пропасти. Деградация системы управления, развал армии и сползание страны в хаос и анархию. Меньше чем за полгода новая либерально-буржуазная власть потеряла народную поддержку, и уже в октябре произошла еще одна революция, и власть в стране взяли большевики во главе с Лениным. Но две революции не только не разрешили социальные проблемы и политические противоречия, а напротив усилили их, ввергнув страну в гражданскую войну. Во время этой войны, в которой брат шел на брата, от взаимного террора, массового голода и эпидемий за 6 послереволюционных лет погибло более 10 миллионов человек. Из-за нехватки топлива и сырья останавливались заводы. Российская промышленность сократила свою производительность в 5-7 раз. Рабочий класс был вынужден покидать города и уезжать в деревню, но и там царил хаос. Отсутствие семян и необходимых продуктов питания приводили к значительному сокращению посевных площадей, а затем и к массовому голоду. Съедая волов и лошадей, крестьяне не могли проводить ни посевные, ни уборочные кампании. Новое государство превратилось в полигон для испытаний целого спектра утопических концепций. Запрет на аборты Ленин считал пережитком буржуазного законодательства, и со свойственной ему революционной решимостью с 1920 года был провозглашен свободный характер абортов. Россия стала первой и единственной на тот момент страной в мире, легализовавшей аборты на государственном уровне. После смерти Ленина начался новый виток борьбы за власть. По планам Троцкого и его единомышленников, Россия должна была послужить горючим материалом для разжигания пожара мировой революции. В этом пожаре, конечно, сгорела бы и сама Россия. Противником Троцкого выступил Иосиф Сталин, который после провозглашения своего лозунга «Построение социализма в отдельно взятой стране» сумел перехватить управление советским государством. Однако внутрипартийная борьба не прекращалась до конца 30-х годов. Многие позитивные начинания Ленина, такие как внедрение всеобщей грамотности, бесплатной медицины, сокращение рабочей недели, были продолжены. Одиозные же эксперименты начали постепенно сворачивать. В 1928 году в 2 самых крупных городах СССР, Москве и Ленинграде, число абортов стало превышать число родов. В 1932 году в Москве на одни роды приходилось уже более 2 абортов. Ужасала и высокая женская смертность от массовых абортов. И с июня 1936 года прерывание беременности в СССР вновь оказалось под запретом. Несмотря на значительное снижение общего числа абортов, все же смертность от криминальных абортов выросла в 2-3 раза. Снижение числа абортов привело к повышению рождаемости.
Сразу же после принятия закона только в одной Москве количество рожденных детей увеличилось почти в 2 раза – с 70 до 136 тысяч. В целом по стране в 1937 году родилось на 800 тысяч детей больше, чем за год до введения ограничений. Повышенная рождаемость отмечалась вплоть до указа о массовом призыве молодых мужчин на военную подготовку в связи с началом Второй мировой войны. Тем временем, до середины 20 века аборты во всем мире оставались под запретом. В конце 18 века английский демограф и экономист Томас Мальтус пришел к выводу, что бесконтрольное воспроизводство населения непременно приведет к голоду на Земле. Руководствуясь в своих выкладках формальной логикой, он посчитал, что рост численности населения растет в геометрической прогрессии, тогда как рост производимого продукта – в арифметической. Из этого следовал логичный вывод, что люди рано или поздно размножатся до такой степени, что на долю даже самых достойных не хватит необходимых благ. Выход из неизбежного кризиса перенаселения Мальтус видел в мерах, которые сдерживали бы рост человеческой популяции, а именно в отмене благотворительности, поощрении преступности и войн, провоцировании эпидемий. Современникам ученого эти методы казались бесчеловечными. Однако в начале 20 века озвученная проблема перенаселения нашла новых сторонников. Обновленная теория мальтузианства, названная в честь ее основателя, в отличие от классической идеи, выглядела более благопристойно. Зачем истреблять людей эпидемиями и войнами? Результат будет более надежным, если подойти с другой стороны и просто ограничивать деторождение. Одной из ярких представителей данного движения была американка ирландского происхождения Маргарет Сенгер. Она прямо заявляла, что наиболее аморальной практикой в наше время является произведение на свет слишком большого числа детей. Повсюду мы видим, что бедность и большие семьи сопутствуют друг другу. Те, кто наименее пригодны составлять нацию, размножаются наиболее быстро. В 1921 году она создает организацию с названием «Американская лига контроля над рождаемостью». Предлагая введение обязательной лицензии на право быть матерью, Сенгер со страниц своего журнала обращалась к американским единомышленникам с призывом действовать без промедления в отношении размножения, по ее мнению, неполноценного населения. Озвучиваемые в уставе организации цели звучали более благозвучно. Мы должны обеспечить право каждого ребенка быть желанным. Самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца, это убить его. Открыто писала Сенгер в своей книге «Женщина и новая раса», отвечая на вопрос «Зачем плодить нищету?». Позже она будет выступать с планом стерилизации малоимущих. В разгар Второй мировой войны идеи и название организации Маргарет Сенгер начали вызывать неприятные аналогии с идеями нацистской Германии. И в 1942 году, в самый разгар войны, Американская лига контроля над рождаемостью была переименована в Американскую федерацию планирования семьи. Во время войны аборты на оккупированной части СССР пробовал внедрить уже Адольф Гитлер. Данные постановления имели для Германии практический смысл. Ведь накануне войны рождаемость в СССР была почти в 2 раза выше немецкой. И только лишь военная победа не смогла бы решить озвученные цели по завоеванию жизненного пространства на Востоке. Проще говоря, русские и другие народы СССР просто бы растворили немцев уже через 2 поколения. Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и фельдшериц и обучать их производить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Выдержки из архива Третьего рейха. Замечания и предложения по генеральному плану ОСТ. Славянские народы, по мнению Гитлера, являлись недочеловеками. Во время оккупации Польши аборты там также были легализованы. Мы не заинтересованы в росте негерманского населения. Ввиду многочисленности семей местного населения, нас устроит только если девушки и женщины там будут делать как можно больше абортов, заявлял личный секретарь Гитлера Мартин Борман.
Однако планам Гитлера по уничтожению СССР не суждено было сбыться. Благодаря самоотверженному подвигу советских солдат к весне 1945 года Красная Армия разгромила врага. Несмотря на огромные разрушения и дисбаланс мужчин и женщин, уровень рождаемости все же довольно быстро восстановился, и страна стала возвращаться к мирной жизни. После смерти Сталина в 1953 году к власти пришел новый генеральный секретарь Никита Сергеевич Хрущев. Свое руководство он начал с обвинений Сталина в предательстве ленинского курса. И если Троцкий провозглашал мировую революцию, Сталин – построение социализма в отдельно взятой стране, то неформальным лозунгом Хрущева стала идея догнать и перегнать Америку. Однако в условиях нехватки трудоспособного мужского населения демонстрировать чрезмерно высокие темпы роста экономики было довольно сложно. Проблему можно было решить с помощью увеличения рабочих рук за счет еще большего вовлечения в трудовую деятельность советских женщин. И уже через год с начала своего правления, в 1955 году, Хрущев своим указом объявил полную свободу абортов без каких-либо показаний, проще говоря, по желанию. Ничто не должно было отвлекать женщин от ударного труда, в том числе и дети. Общественное мнение в СССР последовало за законодательством. Женщины вновь начали привыкать к мысли, что аборт – это обыденное явление. Легализация абортов привела к их стремительному росту. За 10 лет, к середине 60-х годов, их число превысило 5 миллионов в год. Тем временем, общая численность населения Земли с начала 20 века всего за 70 лет выросла более чем в 2 раза. Прогнозы стремительного увеличения населения планеты, представленные еще Лигой контроля над рождаемостью, подтвердились, и организация, ставшая уже международной, быстро нашла поддержку и финансирование. Агитация дошла и до мультфильмов. Of course, there will be no money for modern conveniences. That's the way life is. Nothing can be done. Today, things have changed. Modern science has given us a key that makes possible a new kind of personal freedom. Family planning. Family planning? Never heard of it. You can learn of the various methods and get help in deciding which is the best for you by asking a doctor, or a health service worker, or by going to a family planning clinic. Well, that's easy enough. Uh-oh, now she has a question. She wants to know if it is an acceptable thing to do and what other people think about it. There is an acceptable way for everyone. And many couples are already practicing family planning. Your own neighbors, as well as couples all over the world. Результатом деятельности Международной Федерации планирования семьи, имевшей к тому времени влиятельное лобби во многих западных странах, стала стремительная легализация абортов в Европе и США. В 1967 году первой в Западной Европе легализовала аборты Великобритания. Легализация абортов Хрущевым не привела к столь уж значительному снижению женской смертности от абортов. Для сравнения, в это же время в западных странах, где аборты еще были под запретом, смертность от абортов снижалась гораздо более быстрыми темпами. Парадоксально то, что если в 30-е годы криминальные аборты уносили в 2-3 раза больше женских жизней, чем легальные, то в 60-е годы ситуация стала прямо противоположной. И теперь уже легальные аборты из-за своей массовости оказались опаснее подпольных. Аборты, в том числе криминальные, перестали быть столь смертельно опасными благодаря внедрению в медицину эффективных антибиотиков. В конце 30-х годов до массового внедрения пенициллина и других антибиотиков ежегодно от абортов умирало более 1500 женщин в США, что было сопоставимо с данными СССР. Однако стремительное снижение смертности от абортов стало наблюдаться в начале 40-х годов, когда аборты в США еще были под полным запретом. За год до того, как аборт был впервые разрешен в случае угрозы жизни женщины в штате Колорадо в 1967 году, за 6 лет смертность от абортов снизилась более чем в 2 раза – с 289 до 120 в год.
То есть аборты были под запретом, а смертность от них быстро снижалась. В следующие 6 лет, за год до того, как Верховный суд США легализовал аборты по желанию, количество смертей от абортов снизилось еще почти в 2 раза – со 120 до 63. В СССР подобного темпа не наблюдалось. В Советском Союзе от легальных абортов по-прежнему ежегодно умирало более 500 женщин, и в течение 15 лет это число снижалось очень медленно. Конечно, можно пенять на недостаточное качество советских антибиотиков, особенно в послевоенное время. Однако дело было в другом. В СССР вслед за внедрением новых лекарств росло и число абортов. Начиная с конца 50-х годов, легко доступные легальные аборты в СССР начали уносить гораздо больше женских жизней, чем если бы они оставались запрещенными и труднодоступными, как было тогда в западных странах. Зная, что за каждым абортом скрывается нерожденный ребенок, нетрудно догадаться, какое влияние они оказали на рождаемость в СССР. Демография довольно цинично говорит о людях с позиции сухих цифр статистики. Однако без этих фактов невозможно осознание основных причин, влияющих на жизнь народа. Многие политики, журналисты и даже некоторые демографы оперируют понятиями общей численности населения. Считается, что если она растет, значит все в порядке, а если численность уменьшается, говорят о кризисе. При таком подходе о надвигающейся катастрофе узнают с опозданием. Суммарный коэффициент рождаемости является более точным демографическим показателем реального положения дел. Данный коэффициент показывает количество детей, рожденных условной парой на протяжении поколения. Или, если говорить более научно, то это среднее число детей, рожденных одной женщиной за всю жизнь. Другими словами, если детей в условной семье рождается больше 2, то рождаемость хорошая. Если же рождается 2 детей, то рождаемость находится на уровне простого замещения. Если же в среднем на 2 родителей приходится менее 2 детей, то запущен процесс угасания народа. К примеру, в 2 семьях родилось по 1 ребенку. В первой семье мальчик, во второй девочка. Когда эти дети выросли, они образовали свою семью, и далее у этой новой пары также родился только 1 ребенок. Получается, что внуков в итоге будет в 4 раза меньше, чем родителей первого поколения. И даже если у поколения внуков будет уже 2 детей, то численность 4-го поколения все равно будет в 4 раза меньше первого поколения родителей. То есть в итоге численность такого народа сократится в 4 раза. И даже если происходит обманчивый рост общей численности населения за счет увеличения продолжительности жизни, то угасание народа будет просто отсрочено во времени. Суммарный коэффициент рождаемости достоверно отображает реальное состояние демографического здоровья народа на каждый конкретный отрезок времени. На протяжении нашей истории мы часто сталкивались с войнами и голодом. Однако после каждого катаклизма наша рождаемость быстро восстанавливалась. Несмотря на Первую мировую и гражданскую войны, голод 20-х и 30-х годов, демографическое развитие России было вполне благополучным. И даже после огромных потерь в Великой Отечественной войне рождаемость сразу восстановилась. Во второй половине 20 века в СССР не было ни крупных войн, ни голода, однако с середины 50-х годов отмечается начало катастрофического падения рождаемости. К концу 60-х годов рождаемость обвалилась в 1,5 раза. Всего за 14 лет СССР из государства с высокой рождаемостью превратилось в вымирающее. В 1968 году на территории нынешней России родилось 1 800 000 детей и было сделано около 5 миллионов абортов. Коэффициент рождаемости стал ниже 2, ниже простого замещения поколений. Советские демографы не могли не замечать подобное падение рождаемости. Однако общий спад рождаемости списывали на эхо войны. Но сравнивая рождаемость победившего СССР и побежденной Германии, имевшей сопоставимые демографические потери в войну, мы видим, что с середины 50-х годов обе части разделенной Германии, напротив, демонстрируют рост коэффициента рождаемости. Получается, что если общее падение рождаемости можно было частично оправдать потерями в войну, то резкое снижение количества рождений на одну женщину детородного возраста, совпавшее с принятием закона о легализации абортов, это не объясняло. Ведь спустя 20 лет выросло новое молодое поколение мужчин и женщин, и вместо спада мы должны были наблюдать рост коэффициента рождаемости, так как соотношение мужчин и женщин наконец выровнялось, а страна отошла от разрушений. Очевидно, что причина падения рождаемости в СССР была в другом. Для сравнения,
Аборты в Восточной и Западной Германии оставались под запретом вплоть до 1972 и 1976 годов. Снижение рождаемости в Германии началось значительно позже. Власть в СССР спохватилась лишь к 80-му году. Тогда семьям начали выплачивать существенные по тем временам пособия на ребенка. Родившей женщине 1,5 года выплачивалась средняя заработная плата и шел стаж. Однако это лишь несколько приостановило падение, ведь основная причина не была устранена. Следующий всплеск рождаемости пришелся на Горбачевскую антиалкогольную кампанию. Тогда впервые за 20 лет уровень рождаемости на короткое время вышел на нормальный уровень. Но после сворачивания антиалкогольных мер рождаемость вновь пошла вниз. Всего за период с 1955 по 1990 год было сделано более 157 миллионов абортов. Гинекологи начали отмечать резкую детородную патологию у молодых женщин. Роды стали проходить нормально только в 55% случаев. В 1991 году русский народ во второй раз за столетие, вместо поиска выходов из кризиса и постепенного решения накопившихся проблем, пойдя за красивыми, многообещающими лозунгами, доверчиво выбрал путь крушения собственной страны. На волне общих демократических преобразований и реформ, проводимых по указке иностранных советников, в России была развернута деятельность филиала Международной организации планирования семьи. В 1994 году программа планирования семьи получила статус президентской. С окончанием советского социализма обесценились и социальные гарантии. Так, покупательский размер детских пособий относительно рыночных цен упал в 5-10 раз. Действуя под покровительством Министерства здравоохранения, Российская ассоциация планирования семьи во времена дефицита бюджета получила государственное финансирование и всего за 3 года открыла 52 филиала в различных регионах России и более 300 государственных центров планирования семьи. Результаты не заставили себя долго ждать. На фоне грабительской приватизации, во время которой народная собственность перешла в частные руки, развала промышленности и закрытия производств, массовой безработицы и обнищания населения, Россия столкнулась с крайне высокой смертностью, причиной которой была высокая преступность, рост числа самоубийств, массовая алкоголизация и наркомания. 90-е годы оказались черным временем в демографии России. Коэффициент рождаемости в 1999 году стал одним из самых низких в мире – 1,17, что было даже ниже, чем в самый разгар Великой Отечественной войны. Свобода абортов стала еще шире. Теперь их разрешалось делать даже в небольших частных клиниках, а их реклама в популярных газетах стала занимать целые разделы. Законы и инициативы Российской ассоциации планирования семьи продвигались под красивыми лозунгами, вроде охраны репродуктивного здоровья, защиты репродуктивных прав, безопасного материнства и ответственного родительства. Но суть подобных инициатив оказывалась прямо противоположной – красивой обертке. На фоне почти двукратного падения рождаемости упал и процент нормальных родов. В середине 90-х их стало всего 36%. Основным лозунгом сторонников абортов стал лозунг «My body, my choice» или в русской версии «Мое тело, мое дело». Трудно найти адекватного человека, который бы выступал за ограничение права самостоятельно распоряжаться и собственной жизнью, и, разумеется, собственным телом. Однако сторонники абортов вкладывают в эту фразу иной смысл. Они утверждают, что пока ребенок находится в теле женщины, то он наряду с другими органами является частью тела матери, и поэтому женщина вправе распоряжаться этим, в кавычках, органом, как своим собственным. Однако всю абсурдность данного лозунга можно понять, едва углубившись в анатомию. Сейчас популярна практика, когда молодые родители идут на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка задолго до его рождения – мальчик или девочка. То есть, следуя этой логике, получается, что какой-то из органов в теле женщины может быть женского пола, а какой-то мужского. Ведь примерно в половине случаев рождаются мальчики. И уж совсем нелепо заявлять, что в какой-то момент у женщины вдруг появляется второе сердце, второй мозг или новая пара рук и ног. Конечно же, ребенок не является ни органом, ни частью тела матери. Он такой же человек, со своим собственным крохотным телом, которое имеет собственную систему кровообращения, отдельную от материнской, собственную группу крови, которая также может отличаться от группы крови его матери. Фактически малыш развивается и растет автономно, получает от своей мамы самое для него главное – защиту, питание и, конечно же, материнское тепло и заботу.
Отношение к внутриутробным детям, как к чему-то неживому, уходит своими корнями в прошлые века. До развития науки логично считалось, что ребенок в утробе матери живой с момента, когда он подает признаки жизни, в виде небольших движений и толчков, ощущаемых беременной женщиной. Тогда ученые не обладали и малой частью той информации о процессе зарождения новой жизни, которыми обладает современная наука. Сегодня мы в мельчайших подробностях знаем, как живет и как ведет себя новый человек. Скорость, с которой ребенок растет, максимальная с первых дней жизни. На 18-й день, когда молодая мама зачастую еще не знает о беременности, сердце ребенка уже бьется. На 21-й день уже действует собственная система кровообращения и формируются основы нервной системы ребенка. На 42-й день регистрируются мозговые волны, и малыш уже совершает свои первые движения. Он двигается всем телом, но из-за размеров ребенка женщина сможет почувствовать эти движения лишь через несколько недель. Развитие нервной системы, мозга и всего организма в целом не прекращается к моменту родов и продолжается после рождения. Наука же, в отличие от российского законодательства, которое основано на устаревших данных в отношении начала жизни, дает конкретный ответ о том, что жизнь человека начинается не в момент, когда выдается свидетельство о рождении, а на 9 месяцев раньше. Генетика и эмбриология доказали, что человеческая жизнь начинается в момент зачатия. Именно в этот момент зарождается новый человек, полностью уникальный и неповторимый. Именно в этот момент уже сформирован полный геном, заданы пол, цвет глаз, волос и многое другое. Каждое существо, а значит и человек, в течение жизни проходит целый ряд обязательных превращений от стадии зиготы и до смерти, на которых оно будет выглядеть иначе, но будет оставаться все тем же существом – человеком. Это биологический подход. С точки зрения биологии, аборт – это и есть убийство. Насильственное прерывание жизни. Понятно, что слово «убиваем» пугает, поэтому придумали много синонимов. Суть от этого не меняется. Заведующий кафедрой эмбриологии МГУ Владимир Галиченков. Эмбриональный период является одной из стадий жизни и развития человека. В медицине, а затем и в общественном сознании произошла дегуманизация детей до рождения. Их называют по-разному – плод, зародыш, эмбрион. Плоды ассоциируются у нас скорее с фруктами, чем с человеком, а эмбрион с чем-то животным. Однако история не знает случаев, когда женщина родила бы яблоко или грушу. Ребенок в утробе матери на любом сроке беременности является человеком. За фразой «прерывание беременности» скрывается прерывание жизни маленького человека, или, проще говоря, убийство. Однако убийство в нашем обществе неприемлемо. Запрещена даже смертная казнь для опасных преступников. Ужасает даже сама мысль об убийстве невинного ребенка. Мало кто готов брать за это моральную ответственность. Убить же плод или эмбрион психологически проще. Бытует и такое мнение. Раз ребенок в утробе матери полностью от нее зависит, имеет маленький размер, да и вовсе не развит как личность, то он не имеет никаких прав, включая самого главного права – право на жизнь, и может быть свободно абортирован. Получается, что, следуя данной логике, годовалый малыш, так же, как и внутриутробный ребенок, может быть свободно убит. Ведь он представляет меньшую ценность, чем взрослый состоявшийся человек и полностью зависит от своей мамы. Нет. Наличие временной зависимости человека от другого человека, его размер, уровень его развития не могут быть критериями ценности и показанием для убийства. Однако эта нелепая логика используется сегодня для оправдания убийства во время аборта. С момента развала СССР в России только по официальным данным было сделано более 50 миллионов абортов. В 2015 году Российская ассоциация планирования семьи была признана иностранным агентом, что несколько ограничило ее публичную деятельность. Однако 2 десятилетия работы институтов по контролю рождаемости в России не прошли бесследно. Многие чиновники, некогда имевшие тесные контакты с Ассоциацией планирования семьи, продолжают работать на различных уровнях, проводя негласную политику, заложенную данной организацией. Законодательство и внутренние медицинские нормативы еще с 90-х годов организованы таким образом, что зачастую женщины вынуждены в буквальном смысле сражаться за своих детей. В некоторых регионах складывается ситуация, когда с одной стороны государство вроде как стимулирует рождаемость, а с другой ее чиновники занимаются прямо противоположным. Как действующий главврач, я вам, возможно, открою глаза на некоторые вещи. На самом-то деле все намного проще, чем нам кажется. Вот я получаю от государства порядка 20 миллионов рублей в год. У меня план-заказ. Страшно, наверное, звучит.
20 миллионов рублей в год на то, чтобы я делал аборты. И я делаю порядка 5000 абортов в год. Не я лично. Моя больница. Нам выгодно, чтобы люди делали аборты. Здравоохранению выгодно. И пока эта система не поменяется, наверное, ждать чего-то не стоит. Нефёдов Дмитрий Вячеславович, главный врач больницы номер 2 города Оренбурга. Отношение к нерожденному ребенку, как к плоду, провоцирует и халатность врачей. Да и как может быть по-другому, если в соседнем кабинете убивают точно такого же и, возможно, более здорового ребенка, а тут еще с каким-то подозрением на возможное отклонение? Перепроверить ошибку диагноза? Лечить? Система работает четко. На один прием время ограничено. Вот вам направление на аборт, и передайте, пусть заходит следующее. Утверждение того, что в утробе матери не абстрактный плод, а хрупкая человеческая жизнь. Вот чего не хватает нынешнему законодательству. Программы планирования семьи продолжают успешно работать и в других странах. Перед вами средняя школа в Бангладеш. А вот один из типичных уроков, включенных в школьную программу. Нетрудно догадаться о смысле данного урока. За 20 лет с 90 по 2010 год общемировой коэффициент рождаемости снизился с 3 до 2,5. Однако, по большей части, деятельность Федерации планирования семьи распространилась не столько на густонаселенные страны с высокой рождаемостью, сколько на европейские страны, в которых рождаемость перестала быть высокой еще 70-х годов, а сейчас и вовсе стала катастрофической. Франция. Коэффициент рождаемости во Франции на уровне воспроизводства. Кажется, что все в порядке, однако эта цифра получена уже с учетом многочисленных семей мигрантов, которые начали массово приезжать в эту страну еще с середины прошлого века. В настоящее время треть всех детей во Франции – дети мигрантов в первом, втором или третьем поколении. Во многом благодаря им поддерживается нормальный коэффициент рождаемости во Франции. Англия. Коэффициент рождаемости 1,9. Четверть всех новорожденных в Англии – дети мигрантов, в основном из бывших английских колоний. Германия, Италия, Австрия, Испания и Греция имеют еще более низкую рождаемость. Бывший немецкий сенатор и член Совета директоров Федерального банка Тило Сарацин, уволенный за неполиткорректность, в своей книге пишет: «При продолжении нынешнего экономического чуда Германии через пару десятилетий больше половины первоклассников в школах будут учиться на турецком и арабском языках, а половина взрослых немцев будут дряхлые старички и пенсионеры. С годами Европа, которую мы знаем, может перестать существовать». Однако в Европе есть и другие примеры. Так, например, Ирландия без привлечения мигрантов демонстрирует нормальную рождаемость. Коэффициент рождаемости в этой стране равен 2. Особенность Ирландии в том, что аборты по желанию там запрещены законом. Другой пример – Израиль. Эта страна и вовсе имеет высокую рождаемость. Без преувеличения, дети здесь являются национальным достоянием. Закон и общество здесь на стороне матери и ребенка. И, разумеется, аборты по желанию в Израиле также ограничены. Что же касается всего остального мира, то законодательство разных стран в отношении абортов можно условно разделить на 3 основные группы. В первой группе стран аборты полностью запрещены. К этой группе относится небольшое количество государств мира, в основном католические страны Латинской Америки, а из европейских государств – Ватикан, Лихтенштейн и Мальта. Во второй группе находятся страны, провозгласившие полную свободу абортов, то есть разрешающие аборты по желанию. Права ребенка до рождения в этих странах не защищены. Именно данный тип законодательства и продвигается идеологами планирования семьи как эталонный. Именно полная свобода абортов по желанию в настоящее время действует и в России. Но между полным запретом и абсолютной свободой абортов есть золотая середина. Это третий тип государств, в которых аборты по желанию запрещены, однако допускаются в случае угрозы жизни или здоровью женщины, в случаях изнасилования и случаях нежизнеспособности зачатого ребенка. Конкретные нюансы законодательств стран этой группы немного варьируются, но общее среди них то, что во всех этих странах действует принцип разумного ограничения. Законодательство защищает и женщину, и ребенка. Именно к этой группе относятся большинство стран мира – 119 из 194.
В этой группе находится и Польша. Хоть Польша и не решила демографическую проблему, так как после присоединения к Евросоюзу начался массовый отъезд молодых и трудоспособных поляков в страны Западной Европы. Польша примечательна тем, что эта страна имела схожую советскую систему здравоохранения, и польский опыт наглядно опровергает основные мифы абортных лоббистов. Так, например, основной тезис о том, что ограничение абортов увеличивает женскую смертность, даже при уровне медицины 90-х годов, является не более чем мифом. Хорошо видно, что после ограничения абортов, вслед за уменьшением их числа, снижается не только абортная смертность, но и в целом общая материнская смертность. В настоящее время показатели материнской смертности в Польше и Ирландии одни из самых низких в Европе. Для сравнения, в России с ее свободными и в кавычках «безопасными» абортами материнская смертность в 8 раз выше польской. Другой пример, подтверждающий то, что свободная доступность абортов никак не снижает женскую смертность, а напротив ее увеличивает. Это пример ЮАР. Так, после легализации абортов по желанию в этой стране в 1997 году снижавшаяся до этого материнская смертность всего за 10 лет выросла аж в 4 раза. В то время как материнская смертность во всех остальных странах Африки, в которых аборты остаются ограниченными, продолжила снижаться. Однако лоббисты абортного законодательства по-прежнему тиражируют мифы об опасности так называемых нелегальных абортов и безопасности легальных. Миф об опасности законодательного ограничения абортов опровергают и данные Всемирной организации здравоохранения. Так как в Польше и Ирландии случаи смерти от абортов и вовсе единичные, то для сравнения мы взяли африканские страны, в которых аборты по желанию ограничены. В Африке доля смертности от абортов в общей материнской смертности оказалась ниже, чем в России. Нужно понимать, что в настоящее время под криминальными абортами даже в бедных, развивающихся странах подразумеваются так называемые неучтенные аборты, которые делают те же самые врачи частных и государственных клиник. В странах, где аборт по желанию запрещен, врачи, выполняющие аборты, впускают женщин с условного черного входа, берут с них деньги и совершают аборты. При легальности абортов по желанию эти же в кавычках «специалисты» впускают женщин уже с парадного входа, точно так же берут с женщин деньги и делают аборты. При всем кажущемся сходстве мировая практика показывает, что после законодательного ограничения число абортов снижается в несколько раз. Все разговоры об опасности ограничения абортов, которые можно услышать из СМИ, являются не более чем страшилками, которыми запугивают современное общество для недопущения наведения порядка в законодательстве. Продвигая лозунг в кавычках «безопасного аборта», организации планирования семьи лицемерно демонстрируют свою заботу о женском здоровье, замалчивая при этом современные научные данные об отложенных последствиях легальных абортов. Результаты медицинских наблюдений за почти 500 000 женщин в Дании на протяжении 25 лет обнаружили, что у сделавших аборт женщин риск смертности в течение года увеличивался на 89%, а в течение следующих 9 лет риск смерти по-прежнему оставался повышенным. Другие европейские и американские исследования показали схожую статистику. Объединенные данные подтвердили, что повышенный риск смертности сохранялся на десятилетия. Только вдумайтесь, женщины, сделавшие аборт, в течение 10 лет умирали почти в 1,5–2 раза чаще, чем женщины тех же возрастных групп, которые аборт не делали. Применив эти исследования на нашу страну, учитывая число женщин, сделавших аборты в СССР, а затем уже и в России, перед нами предстанут не какие-то абстрактные вероятности, а вполне конкретные смерти тысяч женщин, причиной которых послужили сделанные ранее легальные аборты. Ведь ни для кого не секрет, что с самого начала беременности организм женщины, вся гормональная система настраиваются на формирование и вынашивание ребенка. Аборт же вмешивается в данный процесс, и как результат – многочисленные близкие и отдаленные последствия. Аборт наносит серьезный удар и по репродуктивному здоровью женщины. По данным Минздрава, по меньшей мере 6 миллионов российских женщин детородного возраста являются бесплодными. Создаются и большие проблемы с вынашиванием следующей беременности. Сделанный ранее аборт увеличивает риск появления на свет мертворожденного ребенка или может стать причиной хронической внутриутробной гипоксии и, как следствие, развитию у ребенка различных болезней. Все еще можно услышать другое избитое выражение – «Зачем плодить нищету?». В контексте аборта бедность выступает в роли смертного приговора. Предлагается оградить новорожденных детей от низкого достатка путем их заблаговременного убийства еще в материнской утробе. «Убей бедного, чтобы не мучился», намекают доброжелатели.
Многие, если не большинство граждан нашей страны, родились в семьях с весьма скромным достатком, а некоторые и вовсе в довольно бедных семьях. Да и как показывает российская статистика, 80% женщин, совершающих аборты, это женщины со средним достатком. И тем не менее беременная женщина должна знать, что будет защищена. Если ей требуется материальная поддержка, государство просто обязано оказывать ее. И именно так нужно подходить к решению этого вопроса. Однако, что делать, если женщина не желает воспитывать уже зачатого ребенка? И тут можно столкнуться с еще одним мифом. Ограничите аборты, и переполнятся детские дома. Нынешняя действительность такова, что число детей-сирот за 6 лет в России сократилось более чем в 2 раза. Маленькие дети, от которых отказываются матери, попадают в приемные семьи практически сразу. И еще тысячи семей по всей России стоят в очереди на усыновление. Если женщина не желает воспитывать ребенка, разумным выходом в данной ситуации может быть решение отдать этого малыша на воспитание в приемную семью. В этом случае он может принести счастье какой-нибудь паре, у которой единственной возможностью стать родителями является усыновление. Так что же нас ожидает в ближайшем будущем? В настоящее время средний возраст женщины при рождении детей составляет примерно 27 лет. Взяв данные о ежегодном количестве новорожденных, начиная с 90-го года, и сдвигая эти данные на 27 лет вперед, мы получим примерную информацию о количестве потенциальных отцов и матерей 27-летнего возраста вплоть до 2044 года, так как в данный момент все они уже родились. Умножая количество женщин в каждом году на показатель суммарного коэффициента рождаемости, который в настоящее время равен 1,7, мы получим смоделированный прогноз рождаемости почти на 3 десятилетия вперед. Сейчас много говорят о великом будущем России. Звучат лозунги о восстановлении демографии. Несмотря на некоторые успехи, холодный системный анализ наглядно показывает, увы, это не так. Уже сейчас в детородный возраст входит малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы. При сохранении текущего уровня деторождений нас ожидает продолжительный спад рождаемости. Первые признаки демографической ямы начали проявляться уже с 2015 года, когда рост рождаемости в абсолютных значениях остановился. В 2016 году количество новорожденных снизилось на 51 тысячу, а в 2017 году это число упало уже на 203 тысячи. К сожалению, народ не ведает о надвигающейся демографической катастрофе. Уже сейчас мы оказались в невиданной ранее ситуации, когда 20-летних почти в 1,5 раза меньше, чем 60-летних. Рост численности населения пенсионного возраста приведет к росту государственных расходов на медицинскую помощь и проблемам в государственной пенсионной системе. Уже с 2036 года число пенсионеров превысит число потенциально трудоспособных граждан. Повышение пенсионного возраста в такой ситуации выглядит лишь слабой попыткой борьбы со следствием. Усугубляет ситуацию и то, что наша страна занимает одно из последних мест в мире по плотности населения. Особую угрозу представляет демографическая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, где нашим соседом является первый по численности населения и второй по объему экономики Китай. Вследствие низкой рождаемости территориальная целостность России, как самого большого по площади государства, вызывает сомнения. Частично компенсировать резкую убыль населения смогло бы привлечение переселенцев из Украины, многие из которых являются квалифицированными специалистами, но отношения между нашими странами не в лучшем состоянии. Безвизовым режимом со странами Средней Азии власть пробует навязывать низкоквалифицированных иностранных мигрантов. Даже закрыв глаза на то, как еще совсем недавно, во время развала СССР, русские и другие народы бывшего Союза, потеряв имущество и жилье, спасаясь, в спешке покидали некогда дружественные республики Средней Азии, и взглянув на ситуацию чисто экономически, можно увидеть, что привлечение иностранцев не только не решит проблему нехватки молодых трудовых ресурсов, а напротив. Иностранный мигрант выгоден с точки зрения работодателя, так как он сбивает цену на труд. Однако это только на первый взгляд кажется, что мигранты с Востока – выгодная для государства рабочая сила. Примерно 2/3 своего дохода иностранные рабочие отправляют домой, а для экономики страны это отток капитала. На фоне занижения зарплат происходит и деградация внутреннего рынка труда. Как итог – безработица среди собственных граждан. Стоит учитывать и то, что многие мигранты быстро криминализируются. Грабежи, кражи, изнасилования, контрабанда наркотиков – типичные преступления иностранных мигрантов. Власти пора понять, что привлечение иностранцев взамен коренного населения не решает возникшую проблему.
Если срочно не начать восстановление рождаемости, то Россия к 2050 году будет представлять крайне печальную картину. России уготована участь превращения в страну стариков и иностранных мигрантов, угрожающих коренному населению межэтническим взрывом. «Свято место пусто не бывает», гласит народная мудрость. И по мере запустения наши огромные территории, богатства, города, достижения, все то, чем мы так гордимся, могут достаться другим, более ценящим и любящим собственных детей народам. Увы, мы до сих пор не осознали, что дети – ценность намного большая, чем все сокровища и богатства России. Дети, пожалуй, то единственное, что сегодня должно иметь главное значение. Менялись лица руководителей страны, менялся политический курс, название и границы государства. И только законодательство в отношении абортов оставалось неизменным. Страшно подумать, но мы сделали аборты своей традицией. Все катаклизмы прошлого века – просто мелочи по сравнению с той невидимой для простого обывателя войной, которая началась в середине 50-х годов и продолжается по сей день. За всю историю нашей страны только по официальным данным было сделано более 200 миллионов абортов, по неофициальным – более 250. Это больше, чем все население России. В начале 20 века мы были в лидерах по приросту численности населения в мире. Сегодня, в 21 веке, мы среди лидеров по масштабам вымирания. Мы своими руками уничтожаем свое будущее, убивая своих собственных детей. Политики и чиновники России заняты проблемой роста финансово-экономических показателей. Ведутся разговоры о будущем России. Однако без наших детей, без тех, кому мы все это хотим передать, все наши старания бессмысленны. Мы продолжаем следовать устаревшим законам, прикрываясь якобы заботой о женщинах. Законам, которые противоречат не только современной науке и опыту большинства стран, но и здравому смыслу. Россия продолжает занимать позорное первое место в мире по количеству абортов на душу населения. Для того, чтобы удержать нашу страну от исчезновения с исторической арены, нам нужно вновь научиться ценить и любить собственных детей. Как уже было сказано ранее, впереди маячит печальная картина, и у России есть два пути. Первый вариант – это оставить все как есть, что гарантированно приведет к концу нашей истории. Второй путь – это начать проведение разумной демографической политики, реальной помощи молодым мамам и, по примеру большинства стран мира, законодательно запретить убийство детей по желанию, разумеется, сохранив аборты по медицинским показаниям, в случаях изнасилования и при серьезных патологиях зачатого ребенка. Общество должно начать учитывать права и матери, и малыша. Если же женщина действительно не хочет ребенка, в таком случае к нему протянут руки десятки тысяч семей, стоящих в очереди на усыновление и желающих воспитывать и любить этого малыша. Мы уже имеем дело с совершенно беспрецедентной по масштабам катастрофы. Каждая минута нашего молчаливого бездействия уносит одну детскую жизнь, а каждый год более 700 тысяч. Может, уже пора дать нашим детям право на жизнь.